Özbek, Türkmen, Uygur, Tatar, Azer bir boydur. Kara, Kalpak, Kırgız, Kazak bunlar bir soydur. Отношения между Азербайджаном и Турцией всегда отличались особой близостью и взаимопониманием, что не раз подчеркивалось как на официальном уровне, так и среди народов двух стран. Политико-экономические связи государств охватывают систему отношений, основанную на принципе историко-культурного братства и опирающуюся на стратегическое партнерство. Успешно развивающиеся отношения между Азербайджаном и Турцией играют важную роль в превращении региона в пространство мира, стабильности и сотрудничества. Важным моментом в истории взаимоотношений является поддержка Турции и Азербайджана в его стремлении к независимости после распада Советского Союза в начале 1990-х годов. Уже тогда Турция первой признала независимость Азербайджана и поддержала его на международной арене. И с того дня эти отношения развивались на основе принципа «два государства, одна нация». Отношения между Турцией и Азербайджаном – это великое братство, которое не имеет аналогов на земле. Это связь, родственная связь, связь по крови. Это единство не выражается лишь в красивых фразах или словах. Это признанная связь, которая стала глубокой и устоявшейся. Два сильных лидера – Ильхам Алиев и Реджеп Тайип Эрдоган – обладают уникальной способностью управлять двумя братскими государствами под единым девизом «Один народ, два государства». Связи между этими двумя государствами всегда служат интересам их народов. Сегодня многолетняя дружба и братство между Азербайджаном и Турцией еще раз показывает, что отношения между двумя странами вечны, и никакая сила не может помешать азербайджано-турецкой дружбе и братству. С момента установления дипломатических отношений в 1991 году Турция и Азербайджан активно развивают политические контакты. Одной из ярких форм сотрудничества можно назвать регулярные встречи лидеров двух стран, которые стремятся укрепить двусторонние отношения в разных сферах, включая безопасность, энергетику, экономику и культуру. Так, 15 июня 2021 года между президентами обеих стран в городе Шуше была подписана декларация о союзнических отношениях. На сегодняшний день стратегический союз, закрепленный в этом документе, является вершиной отношений между двумя братскими государствами. Тогда, впервые в истории независимой Азербайджанской республики, президент страны Ильхам Алиев приветствовал главу иностранного государства в освобожденном от многолетней оккупации Карабахе. Важным аспектом является совместная работа по обеспечению стабильности в Кавказском регионе. Решительная позиция Турции и морально-политическая поддержка братского государства, его правительства и народа во главе с президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом, оказанной Азербайджану в ходе 44-дневной Второй Карабахской войны, внесли свою лепту в освобождение оккупированных азербайджанских земель. Поэтому можно с уверенностью сказать, что Карабахская победа – это торжество единства двух братских государств и народов. Одним из ярких примеров братских отношений между Турцией и Азербайджаном стало великое событие, которым по праву гордится и отмечает весь турецкий народ. Героические азербайджанские солдаты завершили 44-дневную Карабахскую войну великой победой. Это событие привело к еще более тесному сплочению двух народов. Это настолько крепкая связь, что я уверен в том, что она будет продолжаться вечно и передаваться из поколения в поколение. Сегодня Турция и Азербайджан – это два государства, которые объединяют 250 миллионов турок по всему миру. Эти два государства являются мощными силами, которые обеспечат защиту и поддержку соотечественникам, где бы они ни находились. Это сотрудничество не только приносит выгоду обеим странам, но и способствует поддержанию стабильности в регионе Южного Кавказа и за его пределами. Вопрос в том, что постулат силы и верховенства силы не превратился в какой-то модус вивенди. И Азербайджан выступает именно за дипломатию, именно за абсолютно мирные и рациональные решения всех, без исключения проблем. И поэтому Анталийский форум – это не просто еще одна международная площадка для заявлений, встреч. Анталийский форум на самом деле превратился в уникальную геополитическую лабораторию, где страны глобального большинства заявляют о своей новой роли в мировом управлении. В этом контексте участие Азербайджана, представлено на высшем уровне главы государства Ильхама Алиева, заслуживает не только внимания, но и глубочайшего политического анализа.
Не секрет, что в нынешние веке международных отношений переживает система системных трансформаций, связанных с перераспределением глобального влияния, кризисом доверия к традиционным институтам и организациям, а также усилением региональных держав. На этом фоне Азербайджан, наша страна, обладает благоприятным географическим положением, геостратегическим потенциалом, энергетическим потенциалом и, самое главное, устойчивой государственностью. И поэтому мы можем позволить себе выстраивать стратегически выгодный курс. Благодаря дальновидной, прагматичной и последовательной политике президента страны Баку не только укрепил свой международный авторитет, но и стал активным участником архитектуры глобального управления, выступая за справедливость, баланс интересов и устойчивое развитие. Азербайджан, признаемся, что действует ныне в весьма сложной геополитической среде на пересечении интересов Востока и Запада, Севера и Юга. Южный Кавказ – это зона традиционного соперничества между Россией, Турцией, Ираном, Евросоюзом, Китаем и Соединенными Штатами. Но, несмотря на все это, Баку проводит независимую внешнюю политику, умело и весьма профессионально лавируя между глобальными центрами силы, избегая вассалитета и усиливая собственный субъективный вес. Эта политика стратегической многовекторности основана на суверенитете, прагматизме и национальных интересах. Я думаю, что Анталийский форум – это уже не просто третий трек для нашей дипломатии. Это зарождающий центр альтернативной дипломатии, простоящей в догматике брюссельской и вашингтонской внешнеполитической ортодоксии. И в этой модели Азербайджан один из самых устойчивых игроков. Участие нашего президента в форуме отражает не просто его приверженность укреплению Тюркского союза, стратегического партнерства с Турцией, в спасению Северного Кипра. Нет, это символ его осознанной политики, позиционирования Азербайджана как независимого, надежного, многовекторного актора в условиях нестабильного геополитического поля. Мы сегодня не только ключевой энергетический партнер Европейского Союза, обеспечивая стабильные поставки через Южный газовый коридор, но и политический модератор столь сложных зон, как Южный Кавказ, Каспийский регион, Центральная Азия и даже Сирия. Потому что именно сегодня в Баку проходят переговоры между Турцией и Израилем при посредничестве Азербайджана. Наиболее значимой сессией форума, я думаю, станет вопросы многовекторного сотрудничества между развивающими странами, а также Южного Кавказа, потому что тут евразийский хаб, и в этом хабе заключена энергетика, климат, транспорт и многие другие вопросы. И Анталийский форум – это еще площадка для укрепления турецко-азербайджанского союза на фоне ослабления НАТО, деструктивной политики Европейского Союза, санкционного передела мира, непрекращающимся угрозам между некоторыми странами, которые направлены друг против друга. Альянс между Баку и Анкарой приобретает системообразующее значение для всего региона, начиная от Адриатики, заканчивая Великой Китайской стеной. Совместные проекты от Танах и Зангезурского коридора до новых цифровых инициатив становятся столпами регионального порядка. И координация внешнеполитических шагов в ООН, в Организации исламского сотрудничества, в Тюркском совете, в Организации тюркских государств и других международных организаций позволяет нам выстраивать альтернативную модель международного взаимодействия, свободную от неоколониальной стилистики, от восторженного взгляда на происходящие вещи официального Брюсселя. И в конце я бы хотел сказать, что Анталийский форум можно обозначить как родоначальника 4 главных постулатов, 4 главных принципов нового миропорядка, как англичане говорят, Global New Order. Это первый принцип баланса. Баку не привязан ни к одному блоку, ни к одной оси. Мы ведем диалог как с Европейским Союзом, так с Соединенными Штатами, так и с Россией, Китаем, исламским и тюркскими мирами. Даже несмотря на то, что эта страна целиком полностью ошибочно, причем поддерживает Армению, даже с Индией. Второй принцип – это принцип суверенитета. Все, без исключения, внешнеполитические решения официально в Баку исходят из национальных интересов. Они навязывают извне и рекламируемых, пропагандируемых
каких-либо моделей или нарративов. Третий принцип – это принцип развития. Азербайджан не только политический актор, но и центр притяжения инвестиций, технологий, инноваций и, самое главное, новой политической и философской мысли. Потому что мы предлагаем региону не только пути выхода из кризиса, мы предлагаем новые геостратегические, геоэкономические и геополитические пути решения нынешних проблем. И самое последнее – это принцип справедливости. По-моему, самый главный принцип. В информационной войне Баку, коллективным Западом, а также коллективным Востоком, где руководит Индия, мы опираемся не на пропаганду, а на аргумент, факт, международное право. И вот эта модель дипломатии 21 века формируется не в кабинетах старой Европы, а именно в таких столицах, как Баку, Анкара, Астана, Доха, Джакарта. И поэтому Анталийский форум – это доказательство того, что мир больше не вращается вокруг оси. Тематика 4-го Анталийского дипломатического форума «Возрождение дипломатии в раздробленном мире». Азербайджан с момента обретения независимости уверенно укрепляет свои позиции на мировой политической арене, используя дипломатию, основанную на балансе интересов, взаимном уважении и прагматизме. Участие президента Ильхама Алиева в форуме – наглядное подтверждение того, что Баку сегодня воспринимается как надежный партнер, уважаемый посредник и стратегический игрок в региональной и глобальной политики. Это открывает широкие возможности для укрепления политического диалога с ведущими державами и международными организациями. Уже 4-й раз проводится форум в Анталии. В этом году действительно очень большое внимание к этому форуму, в связи с тем, что сейчас Турция играет очень важную роль как и по Ближнему Востоку, так и в событиях в Восточной Европе, российско-украинская война и так далее. В этом году впервые участвует на этом форуме президент Азербайджана. Ожидается также выступление других официальных лиц, министра иностранных дел, некоторых парламентариев. Победа в Отечественной войне 2020 года не только восстановила территориальную целостность страны, но и продемонстрировала способность Азербайджана действовать решительно в рамках международного права. Это усилило его позиции как государства, способного быть гарантом стабильности и мирного сосуществования на Южном Кавказе. Форум в Анталии дает уникальную возможность подчеркнуть готовность Баку к открытому диалогу, инициативам по деэскалации и построению устойчивого мира. Хочу сказать, что Анталийский дипломатический форум стал действительно таким важным событием, которое объединяет как и экспертов, так и практиков, то есть дипломатов, и тех, кто непосредственно занимается внешней политикой. И на повестке дня это актуальные вопросы дня, глобальная экономика, региональные конфликты. Все это будет обсуждаться на форуме сегодня. За последние годы Азербайджан последовательно укреплял свое участие в различных международных платформах. Шанхайская организация сотрудничества, саммит совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии, Лига арабских государств, Движение неприсоединения, ООН. Повсюду Баку продвигает повестку, основанную на справедливости, диалоге и многостороннем сотрудничестве. В то же время Баку стал признанной платформой для международных переговоров, будь то климатический саммит КОП-29 или форумы в рамках Движения неприсоединения. Азербайджан демонстрирует способность объединять различные интересы и находить точки соприкосновения. На фоне геополитических разломов и неопределенностей такие качества становятся особенно ценными. Участие в Анталийском форуме – логичный шаг на этом пути. Он еще раз демонстрирует, что Азербайджан воспринимается международным сообществом как страна, которая говорит уверенно, действует последовательно и стремится к миру. Аэрокосмическим комитетом Республики Казахстан в городе Астана организован пресс-тур, приуроченный ко Дню космонавтики. Представители ведущих СМИ страны эксклюзивно посетили монтажно-испытательный комплекс
один из самых секретных высокотехнологичных объектов. В экскурсии также приняли участие программа «Мост дружбы» и бюро Реал ТВ Центральной Азии. Журналистам была предоставлена обширная информация о реализуемых проектах и будущих планах Казахстана в сфере аэрокосмических технологий. Особый интерес вызвала демонстрация технологических процессов в режиме реального времени. В рамках мероприятия представители СМИ встретились с руководством Аэрокосмического комитета, национальной компании «Казахстан Гарыш Сапары» и общества с ограниченной ответственностью «Галам» и ответили на интересующих их вопросы в формате открытого диалога. На встрече были предоставлены официальные комментарии по таким актуальным вопросам, как международное сотрудничество, подготовка кадров, экспортный потенциал космической продукции Казахстана. Также было затронуто сотрудничество с Азербайджаном в космической сфере. Уралмагамбетов Баубек Житкергенович, председатель Аэрокосмического комитета. Если говорить о сотрудничестве с Азербайджаном, на сегодняшний день мы рассматриваем Азербайджан как участника проекта по созданию спутника тюркских государств. Основная идея в чем? Мы все вместе должны создать спутник научный, технологический. И концепция такова, что страны, организации тюркских государств не деньгами туда заходят, а именно своими технологиями. И в этом году, в этом месяце как раз в Баку будет очень большая конференция региональная. И мы там как раз запланировали переговоры о присоединении Азербайджана к этой идее. На сегодняшний день в рамках этой инициативы участвует Казахстан, и Узбекистан недавно присоединился, они будут представлять туда свой двигатель спутника. В целом мы следим за развитием космической деятельности в Азербайджане. Это самая быстрорастущая, скажем так, быстрорастущая страна в регионе именно по космической деятельности. Мы знаем, что Азербайджан заказал 2 спутника, и завод, как вы сегодня посетили, такой завод заказал. И Азербайджан стремится к независимому освоению космоса, и мы во всем это приветствуем и надеемся, что будут у нас совместные проекты. У Азербайджана есть большой опыт в бизнес-управлении космическими технологиями. Вот. Интересно ли это казахстанской стороне и как, в принципе, мы можем обменяться опытом? С точки зрения технологий, допустим, взять у Казахстана, но бизнес-управление, допустим. Мы всегда открыты к таким инициативам. Да, Азербайджан очень хорошо эксплуатировал и коммерциализировал спутники Airbus, в свое время они взяли совместные проекты с Интелсатом, есть в части телекоммуникационных спутников. В части коммерциализации очень хорошее достижение вот есть. В части коммерциализации мы всегда встречаемся с азербайджанскими коллегами, и я думаю, в дальнейшем мы найдем совместные точки соприкосновения. Казахстан начал путь в космической деятельности именно в наработке собственных технологий. Мы больше упор сделали на независимость технологии именно в спутниках, в управлении спутников и обеспечение своей потребности. Мы сейчас выходим на уровень экспорта, и в этой части, конечно, Азербайджан именно с коммерциализацией начали, и они очень хороший опыт наработали. В целом у нас стратегические партнеры, и у Азербайджана тоже Airbus. Вот, с Airbus начинали, и мы тоже с Airbus. В этой части у нас был один стратегический партнер, в принципе, на одном языке наши специалисты могут разговаривать. Берик Жумажанов, руководитель отдела оптической полезной нагрузки и научных разработок. Все к нашему вопросу. Какие перспективные области сотрудничества с Азербайджаном видите в цели создания спутника? В настоящее время наша компания реализует научный проект по созданию спутника, наноспутника формата 12U.
И в рамках создания этого спутника было предложено в Организации тюркских государств взаимодействовать как в части подсистем, так и в части программного обеспечения наземной инфраструктуры, управления спутником и запуска. В части и на более верхних кругах был заключен меморандум между компаниями, между государствами, участниками Организации тюркских государств, в том числе и с Азербайджаном. На следующей неделе, 23-25 апреля, состоится в городе Баку в Азербайджане конференция «Космические технологии в Центральной Азии», где мы тоже участвуем по приглашению азербайджанской стороны, и где мы будем уже более детально обсуждать перспективы взаимодействия с азербайджанскими компаниями в сфере космоса. Нам особенно интересно взаимодействие с нашими ближайшими соседями, потому что у нас общая история, граничные территории. В рамках у казахстанской компании «Галам» уже есть опыт создания космических аппаратов. Нами в 2018 году был запущен спутник КАЗ-СТСАТ, где часть подсистем была нашей отечественной разработки, и она успешно уже 6 лет функционирует на орбите. Нам есть чем поделиться, и мы уверены, что есть что перенять у азербайджанских коллег. Какие-то конкретные области можете в сфере сотрудничества с Азербайджаном как специалист выделить, допустим? Так как мы создаем космические аппараты, нам будет интересно, если азербайджанская сторона предложит свои идеи в качестве подсистем. Мы готовы устанавливать на свой космический аппарат не только собственные подсистемы, но и подсистемы наших сотрудников. Это будет очень интересная работа в части интерфейсов, в части совместной отработки согласованной работы, как подсистем, разработанных нами, так и подсистем, разработанных нашими партнерами. В 2021 году было подписано первое соглашение между Казахстан и Азеркосмосом. Это по обмену снимками данных космических аппаратов. На тот момент у вас был космический аппарат высокого разрешения азерский. В данный момент данное соглашение, можно сказать, недействительным, потому что ваш аппарат, насколько мы знаем, вышел из строя или завершил свое существование. Помимо этого, в рамках STC конференции, которая проходила 2 года назад, было предложено совместно, сегодня говорилось, создание OTC-SART, это космического аппарата тюркских государств, где тоже Азербайджану было предложено участие. На тот момент азербайджанская сторона взяла на себя вопрос рассмотреть. Был вопрос, если мы сможем установить вашу полезную нагрузку, по-моему, там по изучению метана или что-то в этом роде было. Но на этот вопрос более точно могут ответить руководители Галама, потому что они создают этот аппарат. Но призыв для сотрудничества Казахстан всегда открыт. Мы знаем, что вы создаете сборочный испытательный комплекс, планируете создать. В рамках него наша сторона готова поделиться своим опытом, как и хорошим, так и плохим, потому что мы прошли длинный путь, создавали данный аппарат, сказать, данный завод, что желательно делать, где лучше не делать. И мы знаем, что вы сейчас реализуете большие проекты по созданию космических аппаратов тоже. Готовы в перспективе обмениваться данными, где-то проконсультировать вас, где-то научиться у вас. Вообще, я лично верю в развитие наших взаимоотношений, сотрудничество по космической сфере в первую очередь. Ближе к концу апреля в Баку будет мероприятие. В рамках этого мероприятия ожидается ли подписание новых бумаг? Да, в рамках данного мероприятия в Баку ожидается подписание между Азеркосмосом и Казахстан, где Азеркосмос будет являться представителем
имеющий право дистрибьюторства в Азербайджане данных Казахстан с нашего спутника. Да, с нашего спутника. Данное соглашение будет подписано, и даже Азербайджан имеет право как бы не только на Азербайджан, но и на другие страны быть дистрибьюторством. Я думаю, тоже хороший кейс создания бизнеса, потому что вы поймете качество наших данных, мы наложим дополнительный контакт, предложим тоже свои услуги и научимся чему-то у вас однозначно.